صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Так, мы дошли до слов «Ахли сунна валь джамаа» в соответствии с акидой людей сунны и общины джамаата. Что означает ахль? В смысле сподвижник, тот, кто разделяет это мнение. Слово «сунна» – это то, что пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из его слов, его действий, решений и постановлений. Также это относится к его словам о акиде, о вероубеждении мусульман. Слово «джамаа» означает, указывает на сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, те, которые ушли из этой жизни, но не отошли от слов посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И Расулуллах, алейхиссаляту вассалям, был ими доволен. Здесь есть, в этих словах есть ясное указание на то, что акида сахабов, радаллаху анхум аджмаин, она была истинной. Мы не разделяем между ними, всех их любим, всех их уважаем. И даже Аллах субхану тааля в Коране говорит: «Аста'иду билля, фаин аману бимисли ма амантум бихи, факад ихтадау». Фаин аману. Если же вот они бы уверовали, то есть приверженцы других убеждений, если бы они уверовали, подобно тому ма амантум бихи, подобно тому, то есть не аманта, не ты, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, уверовал, а вы, то есть ты и твои сподвижники, если бы они уверовали подобно тому, как уверовал ты и твои сподвижники, факад ихтадау, то тогда бы они были на истинном пути. Другими словами, акида, убеждение асхабов, радаллаху анхум аджмаин, она истина, она правильна, и какого бы мы из сахабов не взяли, мы найдем истинный путь, как говорится в хадисе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Асхаби кан нуджум», мои сахабы подобны звездам, би аййихи муктадайтум мухтадайтум. За какую бы из них вы ни схватились, вы найдете хидаят, найдете истинный путь. Итак, мы познакомились с термином ахли сунна валь джамаа. Под этими словами подразумевается, то есть ахли сунна валь джамаа, под этим термином, те, кто помогали сунне, следовали общины, не разделялись. То есть ман шазза шазза финнар, тот, кто отделяется, отделяется в огонь. И поэтому их называли ахли сунна валь джамаа. Имам Гунейми, рахимуллах, в своем шархе на книгу имама Тахауи говорит, что под путем ахли сунна валь джамаа понимается, подразумевается то, на чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его асхабуль кирам, на то, что указал Савадуль А'зам, большая часть мусульман, миналь муслимин, в каждое время. Они есть джамаа, они есть таифа, группа, которая явно следует за истиной, и это фирка наджия, именно та группа, спасенная группа из 73 различных групп. Также, что касается ученых, поистине люди сунна, ахли сунна валь джамаа, они не являются муджассима и мушаббиха. То есть они не являются антропоморфистами, сектами, уподобляющими Аллаха творению. Другими словами, муджассима и мушаббаха, они не являются и не могут являться ахли сунна. Поэтому шейх здесь Саид Фуда поясняет, что даже несмотря на то, что те или иные люди следуют правильным мазхабам, одному из 4 правильных мазхабов, например, он может быть ханафитом, может быть шафитом, может быть хамбалитом или маликитом, но тем не менее в то же время он может быть за границами ахли сунна валь джамаа. Каким образом? Сейчас мы это тоже поясним.
В акиде, например, если он будет следовать в акиде таким убеждениям, как таджсим, и'тизаль, то есть будет му'тазилитом, или будет предавать Аллаху тело, говорить, что Аллах это уподоблять Аллаха творением, или же будет му'тазилитом. Например, в мазхабе у него все хорошо, он соблюдает то есть, правила определенного мазхаба, но в акиде он му'тазилит. Соответственно, мы его не можем назвать ахли сунна. Или же он делает таджсим, делает ташбих, уподобляет Аллаху субхану ва тааля творением. Также каррамия. Есть такая секта, направление, их называли карамиты. Кто же такие карамиты? Карамиты, они считали Бога субстанцией. Аллаха они считали субстанцией, а его акциденцией – предметы материального мира. То есть есть джисм, субстанция. Что такое субстанция? Например, тело – это то, что состоит из 2 или более, 3 или более частиц. Оно занимает определенное место в пространстве. Есть акциденция. Что такое акциденция? Например, если вот эта рахля, вот эта полка, мы ее назовем некой субстанцией, то ее цвет, вот то, что вот она гладкая, температура – это все акциденция. Акциденция сама по себе не занимает место в пространстве и зависит от нее. Итак, вот эти каррамиты, они считали Аллах субхану ва тааля некой субстанцией, а все творения, остальные творения материального мира считали акциденцией Бога. То есть Бога они характеризовали как тело, как джисм. И поэтому каррамия категорически они выходят за рамки ахли сунна валь джамаа. Они не могут являться ахли сунной. Но в фикхе они себя относили к ханафитскому мазхабу. В фикхе они относили себя к ханафитской правовой школе. Но тем не менее у них были такие явные заблуждения, поэтому они, несмотря на свой мазхаб, в фикхе не являются ахли сунна валь джамаа, не входят в эту категорию. Даже есть такие категории ханбалитов, из-за таджсима, из-за того, что они уподобляли Аллаху субхану ва тааля творением, быстрее, чем карамиты, они должны быть выдворены за рамки ахли сунна. Потому что хамбалиты, они тоже разделились на различные группы в понимании сифатов, в понимании Аллаха субхану ва тааля. И даже приводятся имена последних, поздних хамбалитов. Их книги используются зачастую. Вопросы фикха на их книги ссылаются и перечисляются такие имена, например, такие муджассимиты, как Кады Абу Ю'ля, или Ибн Кудама Макдиси, или Ибн Загуни, Ибн Таймия, Ибн Каим Аль-Джаузи. То есть те, которые являлись муджассима. Они муджассимы, но в фикхе они следовали хамбалитскому мазхабу. Они в фикхе относили себя к хамбалитскому мазхабу, но акида у них была совершенно другая. Такой пример мы можем привести, как толкователь книги Тахавия. Он тоже себя относил к ханафитам Ибн Абиль-Ис. Хотя к его имени представляется Аль-Ханафи, в акиде он ханафитом. То есть он был ханафитом в фикхе, но был далек от этого. То есть люди истины, ученые истины, они сошлись на том, что акида имама Ахмада бин Хамбаля, рахимахуллах, она далека от таджсима, далека от того, что вот эти поздние ученые приписывают ему. Что же касается маликитов, то здесь все более было лучше, так как очень маленькая часть маликитов выходила за границы ахли сунна. То есть среди маликитов подобных проблем практически не было. Ханафиты, в общем, то есть в своем большинстве являются матуридитами. Но есть часть, бывает часть, и в истории это встречалось, были му'тазилиты. Но вот что касается шафиитов, то у них тоже находились му'тазилиты, также муджассима, но их очень мало по отношению к общему количеству шафиитов. Большинство их ахли сунна, и они именно аш'ариты. Теперь задается вопрос, когда же появился этот термин ахли сунна, когда он вошел в обиход. Если смотреть на истину, на суть этого слова, то мы понимаем, что с появлением ислама, самим посланником Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, появились те, кто следовал истине, и они являлись ахли сунна валь джамаа. Те, кто следовали за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. Потому что они говорили, они следовали, они жили правильной акидой, правильным убеждением. И у них было правильное понимание, полное понимание нашей религии. Это что касается истины, но что касается
именно вот этого наименования «Ахли сунна валь джамаа», то по большему мнению, большинство мнений сходится на том, что данный термин появился во времена табиинов и после них. Во времена табиинов, то есть во время сахабов, потом пришли табиины, и после них этот термин уже закрепился. Например, «Ахли сунна». Почему не люди Корана, не люди книги? Потому что если мы скажем «люди книги», как уже на прошлом уроке говорили, можно понять, как понять «Ахль китаб». Люди книги, но под этим подразумеваются совершенно другие люди. Поэтому четкий адрес дается «Ахли сунна валь джамаа». Также очень интересный вопрос разбирается, так как часть ученых, и вы наверняка тоже встречали, может быть, в просторах интернета, когда говорили, что в акиду нельзя употреблять хадис ахад, единичный хадис, обязательно хадис должен быть мутаватир. И вот шейх Саид Фуда в своем шархе, он тоже этот вопрос разбирает, не обходит его стороной. Он говорит, что в акиде мы нуждаемся в хабаре ахад, так как, по сути, половина нашей религии пришло через хабар аль-ахад. Очень много хадисов, например, передаются от жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, те его состояния, которые вот он был дома, как он молился ночью, что он сказал, как он себя повел в тех или иных ситуациях. И, например, нам хадис передает Айша радаллаху анха. Если мы это оставим, то есть половина религии нам придется просто закрыть на это глаза. Что же касается хадисов ахад, то шейх дальше говорит, с условием, что хадис ахад, он не противоречит явному смыслу Корана, основным хадисам, мы этот хадис не можем отвергать, и мы будем его принимать даже в вопросах усулюддин, в основах религии, что его ма'на должна быть сахих, и то есть вопросов как бы нет в этом, он поясняет. Дальше имам Тахауи, рахимуллах, продолжает и говорит, то есть матан идет, «Аля мазхаби фукаха иль-милля». «Аля мазхаби фукаха иль-милля». أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. Это идет матан, теперь дальше приступаем к пояснению этого. Что такое слово? Здесь есть мазхаб. В соответствии с мазхабом, в соответствии с путем фукаха иль-милля. Мазхаб – это исм макан. Исм макан от слова «захаба», «язхабу», «захабан», «мазхабан». Мазхаб – это место или вещь, то, почему идут, то, почему направляются. И в виде истиара это было использовано для пути, для дороги определенных доказательств в понимании чего-либо. И в последующем также акиду, определенные вероубеждения тоже стали называть мазхабом. Например, акида ахли сунна, этот определенный путь, это мазхаб. Потому что люди направляются, двигаются, идут в соответствии с тем, во что они верят. Делают что-то, их убеждение заставляет их делать то или иное действие. И слово мазхаб, о котором говорит имам Тахауи, рахимахуллах, это мазхаб кого? Фукаха иль-милля. Это мазхаб, путь фукаха иль-милля. Фукаха, то есть факихи, кого он подразумевает, акида имама Абу Тахауи, она зиждилась, опиралась на манхадж, на путь Абу Ханифы и его асхабов, его сподвижников, его учеников, это Абу Юсуф и имам Мухаммад бин Хасан Шайбани. Он опирался на их слова, опирался на их понимание в вопросах акиды. Слово «милля» здесь употребляется бима'на «дин», означает «дин». Фукахайль милля, то есть факихи, ученые милля нашей религии. И имам Тахауи опирался именно на их понимание. Сейчас мы дальше продолжим и об этом поговорим. Также, чтобы понять, кто такие эти, мы сегодня будем говорить о имаме Абу Ханифе, конечно, но сначала хотел бы напомнить о его учениках. Такой ученик имам Абу Юсуф, он настолько любил знания, настолько отдавался знаниям, что вот очень интересный один пример из его жизни, когда у него умирает сын, любимый сын, что он делает? Он моет его, заворачивает в кафан и говорит, что у него нет времени, потому что начинается урок, и просит учеников похоронить его. Также однажды, когда они сидели вместе с халифом,
То есть он настолько любил сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они сидели с халифом, и шел разговор, поднялся разговор о том, что любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И разговор дошел, что и Расулуллах очень любил тыкву, кушать тыкву. Привели несколько хадисов, изречений пророка, алейхиссалату вассалям, и один из вазирей, министров, заявил, говорит, я не люблю тыкву. Тогда имам Абу Юсуф приказал охране схватить его. Что, говорит, случилось? Ты почему приказываешь хватать? Здесь сидит халиф, перед халифом ты, будучи, он был главным судьей, и он приказывает схватить его. Почему? Потому что он не имеет права не любить тыкву. Я сейчас столько хадисов привел, я только столько изречений сказал. Он мог сказать, что он не ест эту тыкву, но любить он ее обязан, так как ее любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И человек, который нам рассказал эту историю, он говорит, что у меня с желудком проблема, вот я, говорит, не могу есть уксус. То есть не 70% уксус, а настоящий уксус. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил кушать уксус, используя его при еде. Говорит, я, говорит, его не могу есть, но я его очень люблю, потому что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, любил это. Посмотрите на понимание имама Абу Юсуфа, рахимахуллах.